Когда ты не знаешь и не сталкивался с подобными ситуациями, соответственно, ты даже не знаешь, как бы ты поступил в такой ситуации. Мы живем в сельской местности, и водохранилища начинают высыхать. Уже целый месяц стоит палящая жара. Каждый день температура 43-44 градуса. Этот год слишком тяжелый. Фермерам нелегко обрабатывать землю. Все тут плавало. Даже трудно сказать, до какого уровня. Но где-то это было до верха стиральной машины. Беспрецедентное явление в Латвии. Во второй декаде января 2023 года на юго-востоке страны произошло сильнейшее наводнение за последние 40 лет. В связи с высоким уровнем воды в реке Даугаве в Екаппилском крае был объявлен красный уровень опасности. В течение нескольких дней были затоплены территории краевого центра, где в большей степени пострадали дома у реки. Ранее причиной наводнений здесь были весенние паводки. А теперь это колебания температурного режима, которых раньше зимой в Латвии не наблюдали. Уровень воды поднялся на 9 метров, а это предел для местной дамбы, которая едва спасает город от полнейшей катастрофы. Сейчас этот страх уже не так велик, но да, тот первый период действительно был таким, когда ты находился в неведении. А реальность такова, что люди обычно паникуют, когда происходит что-то подобное, и надо скорее исключить те случаи, когда человек действительно впадает в панику и не знает, что делать. Это самое главное. И конечно, когда ты не знаешь и не сталкивался с подобными ситуациями, соответственно, ты даже не знаешь, как бы ты поступил в такой ситуации. Слава богу, что ничего страшного не произошло, и эта дамба выдержала. «12 января 2023 года сильные штормы и более 30 торнадо обрушились на несколько штатов юго-востока США. Суровые погодные явления разрушили или повредили более 50 домов. Стихия унесла жизни как минимум 7 человек, и более 12 человек получили ранения. Из-за обломков жилых домов, деревьев и линий электропередач часть дорог оказалась закрыта. Почти 140 тысяч клиентов в Алабаме, Джорджии, Теннесси и Каролине остались без электричества. Очередной сильный шторм обрушился на штат Калифорния, США. 16 января 2023 года мощная штормовая система пронеслась по округу Сан-Диего. Непрерывные дожди в сочетании с порывистым ветром оставили после себя десятки поваленных деревьев и затопленной улицы. Стихия также стала причиной повреждения инфраструктуры и перебоев в подаче электроэнергии. Около 10 человек были спасены из сильного потока воды, несущегося по дорогам. Засухи и пожары. 2022 год. Аномальная жара в Европе стала самым смертоносным метеорологическим явлением 2022 года. С июня по август постоянные тепловые волны
лишили жизни по меньшей мере 26 тысяч человек. На большей части континента один за другим устанавливались абсолютные рекорды высоких температур. В частности, в Великобритании столбики термометров впервые за всю историю метеонаблюдений поднялись выше 40 градусов по Цельсию, а в Португалии температура подскочила до критической отметки в 47 градусов по Цельсию. По итогам лета 2022 года засуха в Европе, по некоторым данным, была самой сильной за последние 500 лет. Она нанесла огромный ущерб сельскому хозяйству и усугубила энергетический кризис во многих странах. Истощились не только крупные водные артерии, но и водохранилища. Новости пестрели сообщениями о критическом обмелении таких рек, как Рейн, По, Луара, Сан, Дунай, Темза и многих других. Мы живем в сельской местности, и водохранилища начинают высыхать. Мы переживаем, потому что обычно такого никогда не происходит. Мне 74 года, никогда еще не было такого низкого уровня. Это беспрецедентная ситуация. У нас был пик исторического минимума в 2003 году, когда мы достигли уровня воды 5,5, но это длилось очень недолго. Однако сейчас такая ситуация сохраняется на протяжении длительного времени. Дождей не было уже несколько месяцев. Засушливый период сопровождался сильнейшими пожарами. Так, в 2022 году в Европе впервые с начала спутниковых измерений сожженная площадь превысила 770 тысяч гектаров, что почти в 3 раза больше, чем в среднем за предыдущие годы. В то время как европейцы летом 2022 года столкнулись с невиданной засухой, жители Африки продолжают испытывать на себе ее катастрофические последствия. В странах Африканского рога уже 5-й год подряд количество осадков было ниже среднего. К октябрю более 36 миллионов человек в Сомали, Кении и Эфиопии находились под угрозой жажды, болезней и нехватки продовольствия. Люди умирают от голода каждый день. А что происходило этим летом в Азии? Китай пережил самую длительную и сильную волну тепла за всю историю наблюдений. Во многих городах юго-западных и центральных провинций были побиты абсолютные рекорды тепла. Уровень воды в Янцзы, самой длинной и полноводной реки Евразии, оказался рекордно низким, а десятки ее притоков пересохли. Я не могу сказать, что это впервые за 100 лет. В любом случае, это самый жаркий год за последние 60-70 лет. Уже целый месяц стоит палящая жара. Каждый день температура 43-44 градуса. Этот год слишком тяжелый. Фермерам нелегко обрабатывать землю. Приходится жить с того, что небо пошлет. Мне сейчас 30 лет. И сколько себя помню, я никогда не встречал такой засухи, как в этом году. Нелегко пришлось и жителям Северной Америки. В августе 2022 года власти США впервые объявили об острой нехватке воды в реке Колорадо, обеспечивающей потребности по меньшей мере 40 миллионов жителей юго-запада США. По данным на 30 августа, засуха в США покрывала 64% территории, причем 15 из них – это экстремальные и исключительные типы засух. А в октябре газета «Политико» сообщала о том, что необычайно засушливые условия или полная засуха наблюдаются на 80% континентальной части Соединенных Штатов. Сейчас все четче прослеживается тенденция усугубления последствий, вызванных климатическими изменениями. В одних регионах люди страдают от аномального количества осадков, а в других – от последствий экстремальных засух или другого рода стихийных бедствий. Поэтому критически важно использовать междисциплинарный подход всего научного сообщества, чтобы изучить причины происходящего с климатом и внедрить технологии, которые помогут сохранить жизни людей и жизнь нашей планеты. Узнать больше можно на Всемирном форуме «Глобальный кризис. Наше спасение в единении».